В последние годы в Башкортостане уделяют огромное внимание вопросам трудоустройства и профориентации молодежи. Об этом и о многом другом мы поговорим с организатором регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства Ириной Сухаревой. Ирина Равильевна, здравствуйте. Здравствуйте. 18 апреля во многих городах Башкортостана состоится данное мероприятие. Расскажите, какую цель преследуется, я имею в виду, какую цель преследуют организаторы данного мероприятия? Вообще, эта ярмарка трудоустройства состоится у нас по всей стране, во всех регионах, во многих городах. И у нас в Республике Башкортостан основная площадка – это город Уфа, Кагырсхол, Торатау и кампус. И в городах Республики Башкортостан тоже пройдет эта ярмарка трудоустройства. Основная цель ярмарки трудоустройства – это, конечно же, показать молодежи, что у нас много замечательных работодателей, которые ждут, которые готовы пополнять свой кадровый резерв, которые готовы рассказать о вакансиях, которые есть у них в организации. Ну и дополнительно эта история про профориентацию, про то, что любой человек, который придет на ярмарку, найдет что-то для себя. Если это школьник, он послушает, тест пройдет по профориентации, он узнает, что его ждет в будущем. Если это родители с ребенком, они могут посмотреть, куда же им поступать, да, потому что в этом году у нас еще показано много учебных заведений, где можно себя проявить, да, поступить и так далее. И если это студент, он может понять, кем он может пойти работать после того, как он выпустится и получит диплом. Ну, а если это безработный гражданин или это человек, который хочет сменить профессию, он тоже для себя здесь что-то полезное возьмет. То есть она будет полезна и школьникам, и выпускникам, студентам вузам и СУЗам, и даже, грубо говоря, и обычному взрослому жителю Башкортостана. Совершенно всем полезно. Расскажите, пожалуйста, вот вы говорили Конгресс-холле Торатау в межвузовском кампусе, а какие там все-таки будут площадки, что будет, соответственно, на Конгресс-холле, что будет, соответственно, в межвузовском кампусе? В кампусе у нас представлены порядка 50 учебных заведений, которые, как огромная такая замечательная площадка, показывают, где можно учиться. Плюс там у нас будут проходить и лектории, мастер-классы в основном для школьников. С программой можно ознакомиться и на сайте, и везде, где мы об этом говорим. А в Конгресс-холле Торатау у нас, получается, представлены работодатели. Их в этом году порядка 150. Это различные вакансии. Некоторые работодатели с каждым годом уже тоже придумывают историю про геймификацию. Об этом тоже, если потом можно будет, расскажу. И, так или иначе, привлекают у себя ребят, чтобы их запомнили, да. И там тоже будут лектории, мастер-классы, круглые столы. В общем, с каждым годом Профест, региональная ярмарка трудоустройства, она у нас принимает такой более деловой характер. Больше деловых площадок, больше полезных мастер-классов для молодежи и не только. То есть в межвузовском кампусе каждый может на себе проощущать, каково быть ученым, например, да? И ученым, и потрогать какие-то симуляторы посмотреть, да, и современные профессии посмотреть, там, и про беспилотники, и про робототехнику. В общем, много на самом деле там чего. И плюс еще между двумя площадками будет проходить геймификация, то есть любой человек, который придет, может получить свою первую трудовую книжку, скажем так, первую трудовую книжку, да, это все игра, потому что через игру ребята проще запоминают какие-то профессии, да, и работодатели. И там будут такие волонтеры-муравьи, мы их называем. Можно будет подойти, получить задание, походить в течение дня, это все повыполнять, получить какие-то призы от наших партнеров, от организаторов ярмарки трудоустройства и запомнить, какая профессия, что из себя представляет. Довольно интерактивно вот вы сейчас все это рассказали, потому что, вспоминая, допустим, что было лет 10 назад, даже тяжело представить, что было такое 10 лет назад, соответственно. И я, как полагаю, в Конгресс-холле тоже будут какие-то там симуляторы, тренажеры от работодателей, да? Там представлены работодатели, несколько учебных заведений, которые работают очень плотно с этими работодателями. Принимать участие можно и на той площадке, и на этой, в зависимости от возраста, в зависимости от своих интересов и от того, куда именно ты хочешь пойти. Расскажите, российские студенческие отряды тоже являются организаторами проведения данного регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. А какую помощь будут оказывать представители данной организации в мероприятии? Ребята из студотрядов очень активно вовлечены. Они будут тоже как работодатели стоять на ярмарке и там, и показывать те вакансии, которые представлены для студентов очного отделения. Да, к ним может быть подойти и, скажем так, вступить в студенческий отряд и поехать в свое летнее трудовое путешествие, но не на отдых, а на работу, да, потому что отряды везде говорят, что труд круто, и мы летом работаем. Также они, как организаторы, активное участие принимают. В этом году добавили творчество
творческий конкурс рабочей молодежи. И вот на проффесте 18 апреля в Конгресс-холле будет проходить такой творческий конкурс. И очень много моментов, связанных именно с волонтерством, с организацией вот этих вот историй про геймификацию. Это тоже, ну, в основном ребята из студотрядов помогают это делать. Присоединяются, скажем так, к организации. То есть студенческие отряды в последние годы в Башкортостане очень стремительно развиваются. Что было до, что сейчас, это реально между небом и землей. Расскажите, какова сейчас численность и где работают студенты, очники? Как я полагаю, это в большинстве же своем очники. В большинстве это, да, студенты очного отделения. На данный момент создан Координационный совет по развитию движения студенческих отрядов при главе Республики Башкортостан. И ведется довольно-таки большая межведомственная работа. Вот, курирует эту работу Министерство молодежи Башкортостана, а в целом все ведомства оказывают содействие для того, чтобы ребята из отрядов получали качественную, хорошую работу. И на данный момент в отрядах в членстве состоит более 6 тысяч молодых людей. Это и школьники, старшеклассники, это и студенты из СУЗов и вузов, это и те, кто уже университет закончил, но кому движение довольно-таки интересно. Вот. Но в основном это, да, работа со студентами очного отделения. А в чем польза все-таки? Вот, это, как я полагаю, без отрыва от обучения молодые ребята трудятся и, соответственно, набирают и практический опыт, да? В течение учебного года ребята могут для себя выбрать эту общественную организацию как платформу для личного развития. То есть это работа, труд, какие-то личные характеристики, да, скажем так, KPI, да, и софт-скиллы, которые можно поднять в течение учебного года. Летом это, конечно, работа. И зимние каникулы теперь работа. Есть еще и отряды, которые теперь круглый год у нас трудятся на предприятиях различных. А так, в целом студенческие отряды – такая замечательная платформа для развития, скажем так. А какие сферы чаще всего выбирают ребята, если не секрет? Ну, можно попробовать себя в совершенно различных направлениях. У нас очень активно представлено педагогическое направление, это вожатые. Есть еще, кстати, профобучение. То есть, если ты студент учебного заведения, хочешь получить рабочую профессию, мы обеспечиваем сейчас ребят получением рабочей профессии. Ребята за это не платят финансовые средства. То есть это федеральные деньги, через студенческие отряды это происходит. Субсидия такая есть у нас. И кроме вожатых есть у нас отряды проводников, строительные отряды, производственные отряды, новое для нас направление, сервисные отряды. 9 направлений деятельности, где можно себя попробовать, пока ты студент, и понять, какая работа тебе ближе. Может быть, где-то попасть в кадровый резерв какому-то определенному предприятию. Ну, вот как-то так. Общаясь с ребятами, что вам говорят в целом? Какие впечатления у них? Очень нравится, когда осенью, ну мы же осенью итоги подводим, да, в студенческих отрядах, у нас это называется слет студенческих отрядов, ребята обмениваются различными впечатлениями. Кто-то вспоминает про работу, кто-то больше говорит, что он на работе нашел новых друзей, кто-то нашел свою первую любовь, кто-то говорит, что зимой он поедет к другу в такой-то регион. Ну, очень много на самом деле, здесь сколько людей, столько историй, вот, поэтому сильно нравится наблюдать за тем, как появляются истории у ребят, и какие-то задачи они для себя закрывают. Вот, возвращаясь вновь к теме всероссийской ярмарки трудоустройства, она уже, понятное дело, уже много лет проводится в Башкортостане. Все-таки, вот, подытоживая, вот с каждым годом, прошлый год, позапрошлый год, какие-то есть уже выводы, я имею в виду не выводы, а результаты, когда вот действительно они приносят большую пользу и для молодежи, и для обычных жителей республики? Ну, вообще очень полезно проводить такие мероприятия, потому что чем больше мы говорим про профориентацию трудоустройства, да, тем больше запоминается это у людей. Вот. А так с каждым годом ярмарка становится насыщеннее, площадок становится больше, количество трудоустроенных, трудоустраиваемых тоже растет, и работодатели активнее относится к тому, да, что мы не просто встаем на ярмарку и даем свои листовки, так-то уже не запомнишься тому, кто придет на ярмарку, а мы как-то стараемся заинтересовать соискателей, граждан, которые ищут работу. Вот как-то так, наверное. От работодателей кто охотно участвует? Это промышленники, нефтяники, газовики? Вот, там представлены совершенно все категории. Это и учреждения здравоохранения, и образование, и, получается, промышленники, и крупные предприятия, и есть и индивидуальные предприниматели, но те, которые выполняют условия, потому что там нужно быть зарегистрированным на портале «Работа России», нужно, чтобы у тебя, у вашей организации были вакансии определенные выставлены, да. Ну, вот условия для того, чтобы участвовать там как работодатель, они тоже есть. А что бы вы порекомендовали нынешней молодежи Башкортостана, вот, а тебе лично? Каждый день делать какие-то шаги для того, чтобы понять,
для того, чтобы получилось, ну и верить в себя. Благодарю, Ирина Равильевна. А я напомню, у нас в гостях была соорганизатор регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства Ирина Сухарева. До свидания и до скорой встречи.